тоже одного из организаторов нашей сегодняшней конференции. Значит, Станислав расскажет, в общем-то, более подробно, может быть, о тех контурах, которые в том числе Иван наметил, что-то покажет непосредственно, даже вот готов зайти на сайты, которые будут. Пожалуйста, я представляю ему слово. Он у нас у компьютера. Здравствуйте, Станислав Шакиров, Фонд развития электронной демократии. Значит, сколько времени, Кость? Ну, где-то минут 20. Минут 20. Ну, я думаю, что это... Ну, если люди, да, не захотят обратно. Значит, сейчас я постараюсь немножко подробнее рассказать то, о чем нам начал говорить Ваня Бертин, и приведу некоторые примеры, которые потом, видимо, развитие которых будет в следующем докладе от Станислава Токтарева. Значит, небольшое определение, я думаю, зачитывать не буду, просто глазами побегите, чтобы понимать термины, которым пришлось пользоваться. Страшное слово краудсорсинг. Страшное слово краудсорсинг, да. Вот. Ну, будем считать, что все это и так знают, а сейчас еще пробежали, вспомнили. Значит, что в себя включает открытое государство? Вообще концепция, понятно, что, как вам уже сказали в открытом правительстве, как вам сказал Иван Бертин, это концепция международная, и кроме, так скажем, западных стран, которые там, нельзя даже сказать, что были фарватеры этого движения, тут же у нас и многие азиатские страны, и многие исламские страны развивают подобное направление развития государства. Что же входит в само понятие открытое государство? В понятие открытое государство входит, перечислю по пунктам: свобода государственной информации, открытые данные, открытый диалог с гражданами, открытый бюджет, открытый парламент. Кроме этого, там входит, видимо, много что еще, но эти пункты, они являются более мелкими и так или иначе связаны с перечисленными. Значит, идем дальше. Вот в чем разница электронной демократии, открытого государства и электронного правительства? Потому что даже в Москве на заседании рабочей группы открытого правительства было понятно, что очень многие не понимают разницы. Все думают, что открытое правительство это просто делает гражданам одно окно в функциональном центре, это у нас получается электронная демократия. Значит, разница в том, что электронное правительство это просто некоторое усовершенствование государственных услуг для удобства граждан, а электронная демократия, оно же открытое государство, это расширение возможностей для граждан участвовать в принятии решений государственных, контроле за решением государственным. И в основном это происходит с использованием информационных технологий. Значит, теперь перейдем конкретно к пунктам. Да, что вообще в мире есть по свободе государственной информации, как это все происходит. Обычно каждое государство, которое так или иначе вступает на путь открытости перед своими гражданами, подотчетности своим гражданам, принимает некоторые базовые принципы, правила игры, по которым дальше будет происходить диалог власти и граждан. Да? То есть, и здесь можно отметить, что есть Open Government Partnership, в котором у нас создана рабочая группа, да? Вот мы пока не присоединились к этому, где создана рабочая группа. Чем это закончится, я не знаю, там пойдем, не войдем, но в списке там где-то на присоединении участвуют. Это инициатива, которая была изначально разработана 8 государствами, начиная от Соединенных Штатов, заканчивая Кенией, если не ошибаюсь. То есть абсолютно разные страны туда вошли. И сейчас они под эту концепцию пытаются всех подписывать, не всех подключать. В Евросоюзе существует не один документ, а целый свод правил, которые регламентируют именно взаимодействие государства и граждан, да, какая информация должна быть открыта, какая информация может закрываться, как эта информация должна выдаваться, как эта информация должна запрашиваться, и так далее. И множество еще существует различных деклараций, которые были созданы до вот этого OGP. Например, там можно посмотреть декларацию информационной открытости в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде, в Южной Корее, например, там тоже достаточно интересно. Общий смысл этой информации какой? Презумпция открытости, то есть вся информация, которая создана государственными органами на деньги налогоплательщиков, если она не является государственной тайной, если она не является коммерческой тайной, если она не является персональными данными, может и должна быть открыта в случае, если граждане нуждаются в получении этой информации. Это кажется, в общем, наверное, очевидно, да, потому что, опять же, вся эта информация создается и обрабатывается на наши с вами деньги. И
общий смысл всех этих деклараций в том, что декларируется именно презумпция открытости, что если кто-то из граждан запрашивает не секретную информацию, он эту информацию должен получать. А что дальше там обычно декларируется? Обычно декларируется необходимость взаимодействия с гражданами, да? То есть налаживается в рамках получения этой информации открытый диалог с гражданами, граждане имеют право запрашивать некую информацию, экспертные органы определяют, является ли эта информация секретной, либо она не является секретной, и в этом случае выдается формат, который необходим гражданам. Значит, максимальное вовлечение граждан. Это имеется в виду, что открытое государство и контроль за деятельностью государства может быть налажен только в том случае, если в этот процесс вовлекается максимально возможное количество граждан. Да, чем больше людей вовлечено, тем больше у нас будет. Если мы это делаем как сейчас, когда у нас проводятся публичные слушания, мы их вешаем на сайте куда-нибудь в нижний угол так, чтобы их никто не видел, а потом пригоняем просто статистов. Да, никакого открытого государства в принципе быть не может, и контроля за властью тоже быть не может. Поэтому здесь как бы необходима политическая воля на то, чтобы понимать прекрасно, что мы хотим работать с людьми. И публичные лицензии — это просто лицензия на данные. Да? То есть понятно, что данные, которые производит государство, оно должно быть под свободными лицензиями, чтобы каждый гражданин без каких-то там запросов в какие-либо органы мог использовать эту информацию. Это что касается как бы некоторых деклараций, некоторых базовых принципов функционирования открытого государства на уровне там, самого государства. То есть это такой основополагающий документ. Так, что касается открытыми данными, ну, как бы Иван, наверное, часть сказал, я, наверное, просто повторю. Да? То есть по всему миру, там, начиная от Катара, заканчивая там, теми же Соединенными Штатами, существуют порталы открытых данных. Это именно та самая несекретная информация, которая публикуется для свободного доступа в машиночитаемом формате, чтобы потом программисты, либо дата-журналисты — это журналисты, которые пишут некоторые аналитические материалы на основании общедоступных данных в машиночитаемом виде, могли делать некоторые свои проекты, и после этого эти проекты выдаются на обсуждение граждан, на просмотр граждан делают некоторый вывод и оказывается какое-то влияние на государство. Для государственных органов часто бывает достаточно важным, как правильно оценить эффективность от обнародования этих данных. И все часто пытаются думать, что мы выложили какие-то датасеты на каком-то сайте, датасет — это набор информации, и надо смотреть посещаемость этого сайта. Да, там. И в итоге мы там видим 60 человек, на работу было затрачено 100 человек часов, и там различные руководители считают, что эта работа была проделана зря, потому что ей никто не воспользовался. Здесь надо помнить, что на самом деле сами датасеты в том виде, в котором они выкладываются, они никому не интересны, не специалистам. Интересно уже некоторый производный продукт, который и один человек может этот датасет скачать, а пользоваться продуктом может миллион. Дальше, соответственно, apps for country. Это имеется в виду, что в разных странах мира, в разных регионах, в разных городах существуют конкурсы приложений на основе открытых данных. То, что говорил Иван Бекцин, и то, каким конкурсом он заведует Apps for Russia, когда программисты пишут приложения на основании открытых данных, после этого отправляют на этот конкурс, дальше производится оценка, жюри и выделение призового фонда победителю этого конкурса. Так стимулируется разработка различных гражданских приложений на основании открытых данных. Дальше, формат открытых данных здесь имеется в виду, что это машиночитаемый вид, JSON, XML, там, все что угодно, только не PDF там, и не Word. Лицензии, опять же, лицензии публичные, чтобы эту информацию можно было повторно обрабатывать легально. И то, что нижнее вот это вот слово «скан», это на самом деле то, что существует уже свободное программное обеспечение, которое можно всегда взять и на базе него сделать свой портал открытых данных, например, там в Воронежской области. Да? Ну, как бы это все почему? Потому что реально открытые данные это там на 5% только технической реализации, на 95% организационной, потому что достаточно сложно эти данные выбить из подведомственных учреждений, обработать и выдать уже гражданам. Значит, дальше будут примеры как раз на этом свободном ПО сделанные сайты. Это будет Data.gov.uk, это великобританский сайт. Общий смысл какой? Мышку видно? Видно мышку там, да, наверное. Датасеты располагаются. Здесь можно запросить некоторые данные, которые необходимы. Здесь публикуется список приложений, которые на основании этих данных созданы. Если зайти чуть-чуть внутрь, то можно увидеть сами
датасеты пройти. Можно эти датасеты увидеть в разрезе картографической информации. Можно запросить данные, можно опубликовать свое приложение, либо, ну, в данном случае, доступ к API просто сайта. Ой, далеко убежал. Ну и тоже достаточно важно, что здесь всегда проводятся конкурсы по стимулированию социальных проектов. Что еще можно сказать? То, что эти открытые данные, кроме как прозрачности в деятельности власти, еще добавляют различные удобства в жизни просто граждан. Да? То есть это как социальные проекты, где там купить квартиру, где в каком районе лучше экология, там, да, до заканчивая того, что каким-то бизнесменам за счет этой информации проще анализировать, ну, делать свои маркетинговые исследования, тем самым стимулируется развитие экономики. Да? То есть, например, экономика той же Великобритании на одном вот этом портале в 2010 году заработала 6 миллиардов фунтов стерлингов, да? Только вот за счет использования этой концепции. Да? Просто за счет того, что предпринимателям давалось больше информации о рынке. Значит, дальше. Открытый диалог. Открытый диалог, здесь на самом деле все что угодно. То есть вот, похоже, что это тоже, кроме как открытые данные, один из самых больших разделов открытого государства. То есть сюда входят как петиции всевозможные, которые уже реализованы в США и Великобритании, которые Владимир Путин желал реализовать в России. Там, думаю, слышали инициативу про 100 тысяч подписей, да, на федеральном уровне. Это общественное обсуждение закона о полиции, закона об образовании. В Башкортостане был портал по обсуждению местного законодательства. Значит, дальше, я не знаю, я показал бы просто вот эти вот сайты, могу вкратце про них рассказать. Значит, это два сайта, город Мосру и дорога Мосру, это создан Департамент информационных технологий правительства Москвы, которые налаживают так называемый краудсорсинг, который действительно работает. То есть многие считают, что краудсорсинг не работает, и это просто так попытка что-то там замаскировать. Нет, правительство Москвы доказало, что это работает. Город Мосру — это аналог многим известного проекта Алексея Навального «Росяма». И они с Росямой, если не ошибаюсь, либо уже подписали соглашение о взаимной синхронизации, либо подпишут в ближайшее время. Но смысл в том, что если вы идете по Москве, у вас на мобильном телефоне есть приложение, увидели яму, щелкнули, определились координаты, отправились в правительство Москвы, место расположения ямы. В течение, не помню уже какого срока, должны прийти и сделать. Вы можете повторно пройти, посмотреть, отщелкать заново, если сделали все отлично, если не сделали, тот подрядчик, который это не сделал, получит штрафные санкции. Количество штрафов, которые на базе этого сайта, просто суммарная сумма штрафов, она публикуется там сразу же на главной странице, и там видно, во сколько это обход, сколько бюджет получил за счет действия жителей. Да? Вот. Сервис работает очень хорошо. Город Мосру — это сайт, на котором правительство Москвы выкладывает все свои планы по благоустройству города, то есть начиная от установки лавочек, заканчивая озеленением газонов, ремонтом подъездов и так далее. Вы точно так же можете, если зайти на этот сайт, посмотреть, что происходит вокруг вашего дома, прочитать и выйти и посмотреть, есть это или нет. Если этого нет, вы пишете туда, там начинается опять, если это нарушение, работа с подрядчиками, и подрядчики исправляют ошибку, платят штрафы. Все это работает очень хорошо, можно не только, но по одной причине, в том числе, то, что проверка, как государственные органы и ведомства правительства Москвы отвечают на запросы граждан, выделена на аутсорсинг. То есть этим занимается не государственная компания, круговую поруку таким образом удалось разрушить. Дальше следующий сайт, который я здесь выделил, это streetjournal.org. Это ребята из Перми, которые создали портал, решили, там есть карта России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Выбираем свой регион, выбираем свой город и отмечаем все, что нам не нравится, начиная от проблем там, на дорогах, ям и так далее, заканчивая там, тем же благоустройством, любые проблемы, там огромный перечень проблем. Я могу даже показать, наверное, сейчас, если... Или ладно, потом посмотрим, останется время или нет. И сейчас они работают с правительством Пермской области, если не ошибаюсь, с правительством Саратовской области. И также
на январь 2012 года у них еще с двумя областями были переговоры на тему сотрудничества. Да? То есть любое правительство может к ним прийти, они совершенно открыты, сказать, мы готовы забирать все претензии там, к Воронежской области. Ребята скажут, да, хорошо, дадут внутренний интерфейс, и вы анонсируете, что у нас такая штука есть, граждане начинают жаловаться на нарушение подрядчика, которые существуют. Ладно, переходим дальше. Открытый бюджет. По открытому бюджету, если я не ошибаюсь, будет отдельный доклад, правильно? Окей, тогда я вкратце, значит, что такое открытый бюджет, понятно, то, что то, куда уходят за наши деньги, опять же, если это не является секретной информацией, было бы хорошо, чтобы граждане могли контролировать. Один из примеров там, открытого бюджета это, и открытых данных, это сайт госзакупок, который был достаточно давно уже в России запущен, и эффективность существования этого сайта уже многими людьми доказана. Да? То есть, например, мы в своем муниципалитете регулярно отслеживаем все заказы и уже понимаем, где было воровство и где его ловить надо в будущем. В общем, сайт помогает. Бюджеты у нас бывают разных уровней, все их можно раскрывать. Вопрос в том, как они будут использоваться. Да? И есть несколько интересных проектов по поводу инфографики самих бюджетов. Да? То есть на самом деле есть проблема о том, что у нас граждане не понимают ни структуру бюджета, ни как туда деньги заводятся, ни как они оттуда выводятся. Да? И инфографика по бюджету, она могла бы там от ребенка до бабушки объяснить, что да, такой-то процент денег уходит там, на здравоохранение, такой-то на образование, чтобы просто вовлекать людей в интерес там, слежения за деятельностью государства. И тоже один из примеров, это бюджет МОСРУ, опять же сайт, созданный Департаментом информационных технологий правительства Москвы, который тоже делает эту инфографику в разрезе и отраслей трат, и регионов, ну регионов, а районов, вот, и административных кругов. Покажу, я надеюсь, сейчас после презентации. Значит, и последнее, наверное, да, последнее, это открытый парламент. На самом деле достаточно новое движение в области открытых государств. Совсем недавно появилась декларация открытого парламента на русский язык, который как раз переводил в том числе Иван Бектин, у него на сайте фонда инфокультуры можно ее посмотреть. Общий смысл этой декларации какой? Есть парламентарии, мы их раз в 4-5 лет ходим на Юрьев день, выбираем их, они там дальше нами правят. Как они правят, никто не знает. Как они голосуют, никто не знает. Голосование закрытое, и они сами решают, стоит ли это голосование открывать или нет. Какие законопроекты идут, никто не знает. В общем, выбрали людей уже на 5 лет там, да, и все. Как бы здесь смысл в том, что раз они народные избранники и должны как бы нас представлять, хотя там понятно, что с точки зрения мат-модели вообще представление депутата это очень такая спорная вещь, но как бы хотелось бы знать, чем они вообще занимаются. Поэтому делаем их деятельность более открытой, прозрачной и легкодоступной, то есть голосование, стенограммы, движение законопроектов, тексты законопроектов и так далее. Делаем так, чтобы эту информацию было возможно быстро и легко найти, вовлекаем граждан в процесс контроля за деятельностью парламентариев и open data выдаем информацию, чтобы кроме как мы сами лично глазами могли посмотреть, что происходит, можно было создать различные программные приложения, которые будут обрабатывать эту информацию намного быстрее, чем наш мозг. Значит, дальше необходимые условия функционирования сервисов открытого правительства. Ключевая идея вот этого слайда в чем? В том, что говорить различные добрые, хорошие слова можно сколь угодно долго, но если не выполнять некоторые правила приличия, некоторые вещи просто не будут работать. Что в данном случае имеется в виду? Что в любом случае сразу, когда мы пытаемся проектировать некоторую концептуально новую вещь, мы должны обозначить правила игры. Без обозначения этих правил игры, во-первых, не будет доверия граждан к этим сервисам. Эти сервисы просто, поскольку не будет доверия, на них никто не придет. Если на них кто-то придет, то могут прийти, посмотреть, сказать, это все нас обманывают и зачем нам в этом участвовать.
Вот, могут просто граждане не прийти, потому что они об этом не знают. Здесь я постарался очень вкратце описать некоторые базовые правила и принципы, которые необходимо сразу заложить при проектировании любых систем, сервисов и так далее. То есть это информационная открытость просто как концепция, это критерий репрезентативности в случае, если у нас происходит общественное обсуждение, общественное голосование, когда мы должны понимать, что тот результат некоторой краудсорсинговой работы, который получился, он действительно является отражением желания граждан. Это экспертные органы, которые просто своей деятельностью должны, во-первых, развивать открытость, во-вторых, предотвращать возможность любой закрытости в случае, если это просто заложено изначально. Доверие со стороны граждан, влияние на государство и вовлечение граждан в работу этого портала. На самом деле очень большая проблема, то есть, опять же, даже по той же Москве, о существовании вот этих вот сайтов, которые я вам сейчас приводил в примере, знает достаточно мало людей. И пользуются тоже достаточно мало людей. Хотя в случае, если поместить какую-то там социальную рекламу, допустим, например, на платежке, да, об этом сказал бы полгорода, эффективность была бы намного больше. Они этого не делают, ну, будем надеяться, что рано или поздно они дойдут, тем более у них эти сервисы пока в бета-тесте находятся. Вот. На этом я бы презентацию закончил. Значит, сколько времени, Кость, прошло? Ну, как раз минут 20. Уже минут 20, да? У нас есть и время, потому что еще пока Кирягин не объявился. Да. Ой. Ладно, я не знаю, есть смысл показать визуализацию бюджета, например? Да, наверное, есть смысл. Давайте сейчас попробуем. Да ее всегда в газетах у нас печатают, если на примере Воронежа, да? На 50 страниц не поймешь, на что расходуется. То же самое, наверное, и в этих таблицах тоже не разберешься. Вот об этом, да, как раз покажется, Сейчас как это можно еще, да, показывать. Так, может быть, пока я ищу вопросы какие-то? Да. Добрый день, Константин Квасов. Есть вопрос, связанный с упомянули инициативу президента 100 тысяч подписей. Скажите, пожалуйста, вот на данный момент уже определена какая-то технология, процедурных ресурсов аналогично рассматривались, ход реализации этой инициативы, и как вы прогнозируете, в какое время это может быть уже запущено в оборот общественный? Значит, смотрите, летом, если не ошибаюсь, конкретно в августе, Минэкономразвития выдал некоторую концепцию, как будет функционировать вот этот вот портал петиций. Концепция эта, ну, она вроде как никем, ни Минсвязью, ни обществом не была одобрена, и было время на переработку. Туда ответ ушел, оттуда еще пока не пришел. Но я думаю, что поскольку Путин говорил насчет того, что в 2012 году это будет внедрено, думаю, что там к концу 2012 года в каком-то виде это либо появится, либо хотя бы уже будет податирована точная дата. Там на самом деле намного интереснее другое. То есть, кроме вопросов федерального уровня, да, есть вопросы местного и регионального уровня, которые на самом деле достаточно интересны, в принципе. Да? То есть, интересно, как бы, вообще, так скажем, мне кажется, у нормального гражданина приоритеты уровней власти должны быть следующие. Самое важное — это муниципальная власть или местная, да? Потом региональная, и только потом, в последнюю очередь, меня должен волновать президент и Государственная Дума, да? Потому что меня должны волновать вопросы, которые происходят вокруг меня. И здесь мы как раз предложили в альтернативной концепции Минэку мы предложили взять пропорцию 100 тысяч к 110 миллионам количества избирателей в России, получить абсолютное значение и перенести его на вопросы регионального местного уровня. Если это примут, это будет достаточно интересно. Да? То есть это получается, что чтобы в Воронеже парламент стал рассматривать в обязательном порядке какой-то законопроект, нужно будет собрать, сколько там получается? 100 подписей, допустим. Да? То есть если 100 человек это волнует, значит парламент будет обязан это рассмотреть. Посмотрим, примут или нет. Дальше там было очень много муторных процедур. То есть Минэк предложил из тем для этих петиций убрать почти все и оставить там совсем чуть-чуть. Как бы это тоже было раскритиковано. И любая инициатива, которая была бы подана, должна была пройти 3
структуры, прежде чем попасть на обсуждение в парламент. Это тоже было раскритиковано. Посмотрим, чем в итоге это закончится. Стас, ты хотел что-то дополнить? Да, Давай. Стас, значит, у нас что было? 23 августа премьер-министр подписал указ о том, о введении концепции российской общественной инициативы. Вот из того, что предлагали мы, в смысле фонд электронной демократии и так далее, не вошло почти ничего. Мы старались. И я скажу тоже, все такое, в какой-то момент большой риск есть того, что вот эта инициатива станет российской жалобной книгой. А мы хотели, чтобы это стало каким-то там проектным инструментом, и можно было, люди могли бы согласовывать и обсуждать законопроекты. И тоже важный момент, который хотел бы дополнить, мы очень настаиваем на том, чтобы инициатива была собрана на open source программном обеспечении, на программном обеспечении с открытым исходным кодом, для того, чтобы можно было контролировать всю эту историю стороны общественности. Спасибо. Один вопрос. Моя фамилия Ларин, зовут Денис. У меня такой вопрос. У меня сложилось ощущение, что все программы, которые направлены на открытое правительство, они как бы реагируют на проблему, которая возникает. То есть такой пожарный вариант. Загорелось, давайте решать. Я хотел бы услышать о тех программах, которые идут на выявление, то есть на опережение проблемы, на ее профилактику. То есть проблема, она в обозримом будущем может возникнуть, пускай через год, через месяц, неважно, через какое-то время. Но именно проблемы, которые опережают, не дают этой проблеме возникнуть. То есть вот меня интересует это, потому что в пожарном варианте, понимаете, очень тяжело бороться с последствиями. Последствия всегда чрезвычайны, и поборешься с одним последствием, возникнет другое. Важно искоренить причины. Я попытаюсь сказать об этом. Спасибо за вопрос. Да. Это действительно очень важный вопрос. Мы как раз даже вчера обсуждали, когда встретились, комитетом обсуждали, что по этому поводу можно сказать. Я думаю, что и другие выступающие об этом скажут, но Станислав хочет. Да. Я в докладе скажу. В докладе скажут, да? А вот Шакиров тоже. Ну, я готов ответить. Я разделяю полностью этот вопрос. Я могу честно сказать, что будучи в Москве на рабочей группе открытого правительства, этот вопрос тоже задавал очень много, да, и старался добиться цельных ответов. Понятно, что открытое правительство на самом деле это некоторая попытка там осознать и попытаться исправить ту ситуацию, в которую наша страна сейчас попала, да? И при этом понятно, что мы можем предоставить различные разработки и сервисы для обнаружения там любых проблем, которые могут там волновать граждан. На самом начальном этапе это делается достаточно легко, это уже ни для кого не секрет. Здесь самое интересное, это как структурно сделать так, чтобы те проблемы, которые у нас сейчас имеются, во-первых, исправились, во-вторых, больше никогда не повторились. Здесь необходимо, кроме как придумывания некоторых сервисов, заново переопределять правила игры между обществом и властью. Ответил хоть как-то, нет? То есть я понимаю вопрос. Я попробую добавить, да, вот просто я скажу так, что в прошлом сотрудник органов внутренних дел именно управление по борьбе с экономическими преступлениями. То есть все вопросы, которые здесь обсуждаются, они так или иначе, все это открытое правительство, все остальное, оно направлено именно на борьбу с таким общественным явлением, как коррупция. В результате любые движения, все, что происходит, откуда происходит какой-то ямы, аварии, пожары, что-то где-то не донесли. То есть государство выделяет деньги, но разница между выделенным и дошедшим до реальной проблемы – это колоссальная. Понимаете, вот в этом именно вся проблема. Как можно решить? Ну просто в двух словах. Не нужно придумывать какие-то сервисы. Пожалуйста, бюджет Воронежской области, особенно его расходную часть. Как это у главного бухгалтера Воронежской области есть в программе 1С бухгалтерия? Ну пожалуйста, в режиме еженедельного обновления выкладывайте это открыто. Просто открыто выкладывать это в доступ, чтобы люди могли это посмотреть. Но это не самое важное. Крадут не на этой части. Крадется на следующей. Крадется на подрядчике. Когда подрядчики какой-то конкретной организации выполняют работы. И здесь необходимым условием для выполнения контракта по заказу бюджета Воронежской области должна быть полная открытость подрядчика. Когда подрядчик будет в таком же режиме выкладывать точно свои расходы. И когда он будет обозначать цену на тот же мазут 10 тысяч рублей за литр,
Понимаете? То есть все будут понимать, что это деньги, грубо говоря, отправлены на какую-то фирму, однодневку, помойку, обналичку, как угодно. Да? То есть эти деньги украдены. Только в этом случае, если будет только такая открытость, когда любой сотрудник увидит, что, грубо говоря, сегодня или там завтра мэр, губернатор позавтракал какими-то омарами, да, то есть там по какой-то сумме, то есть это будет все открыто. То есть именно такое, до каждой копеечки, до каждой скрепочки, то есть уже вот просто все расходы, которые есть, все выкладывать. И каждый человек, чтобы смог посмотреть. Только тогда возникают у людей вопросы, когда что-то скрыто. Хоть малейший намек на скрытость, возникают пересуды, размышления, подозрения, какие-то не основанные ни на чем. Только такая открытость. Тогда это все будет работать. Ну, ровно об этом я и говорил на слайде открытый данные. Да, естественно, что любая информация, которая существует в государстве, не является государственной тайной или коммерческой тайной юридического лица, она должна быть полностью Та же система должна быть и с обороной.